Не меньше 400 граммов овощей и фруктов, не больше 5 граммов соли – это в сутки. А еще 10 тысяч шагов, полный отказ от курения и алкоголя. Такие рекомендации дает Всемирная организация здравоохранения. Наши медики, конечно, только за, хотя и соблюсти все правила нам, северянам, совсем непросто. У нас практически на первом месте это нерациональное питание. Это практически каждый четвертый питается неправильно. Каждый пятый имеет избыточную массу тела. Каждый шестой курит. Ну, а алкоголь – это такой фактор, который не все признаются. То есть ориентироваться на него очень сложно, потому что признаются только те, кто переходит уже в определенные вот эти допустимые нормы. Что до повышения физической активности, здесь работа полным ходом. Республика выиграла президентский грант, и теперь в каждом муниципалитете заработают школы гиподинамии, где подробно расскажут о скандинавской ходьбе. Многие любители этого полезного развлечения на самом деле не имеют представления о правильной технике, говорят врачи. А вот наши ученые, ко всему прочему, советуют принимать БАДы. Жизнь в экстремальных северных условиях, по их словам, невероятный стресс для организма. Подумать только, но не оптимальный световой режим. Речь идет о полярных дне и ночи, магнитные бури и низкие температуры. Все это медленно, но верно разрушает наше здоровье. Наши биологи разработали линейку 3 препаратов. Первый – для адаптации в северных условиях, второй – для диабетиков и третий – для сердечников. Для жителей, которые много лет проживают на севере, и есть такой феномен, когда организм человека сначала адаптируется к таким условиям, а потом может наступить срыв адаптации. И вот вещества, которые называются адаптогенами, к которым относятся и наши препараты, они не позволяют приводить к истощению человека при таких вот нагрузках или вредных факторах. От профилактики к ранней диагностике, которая тоже, конечно, имеет очень большое значение. Новая установка для диспансерных осмотров. В приоритете не массовость, а качество. Отсюда отмена неинформативных анализов, добавление скринингов, выявляющих серьезные заболевания на ранних стадиях. Впервые за 5 лет сдвинулось снижение смертности трудоспособного возраста значительно, снижение смертности от болезней системы кровообращения, но, к сожалению, пока нам не удавалось справиться с ростом заболеваемости, смертности от онкозаболеваний. Поэтому именно вот это направление мы определили для себя приоритетным, в целом, в общем-то, как и Российская Федерация. В числе стратегических задач, которые поставил глава Коми в своем докладе, и модернизация оборудования, доступность медицинских учреждений и оперативность оказания медпомощи. Последняя в силу больших расстояний между населенными пунктами все еще остается проблемой, впрочем, решаемой. Есть так понятие «золотой час». Вот, он действительно имеет большое значение при, допустим, инфаркте миокарда, при инсульте. Но в наших условиях выполнить его очень сложно. Но важно, в этот золотой час человек попал к медику. А для этого должна быть медпомощь в пределах часа, часовой доступности. Не важно, какая дорога. Вот к этому задаче, тогда будет польза. И медик, вот, который даже фельдшер будет, медсестра, должен быть обеспечен теми лекарствами, которые позволят больному продержаться еще сколько там, 5-6 часов, чтобы его могли доставить санавиация, которая тоже у нас сейчас будет развиваться. Все предложения, озвученные на дискуссионной площадке экспертами, обобщат и представят правительству Коми. Вполне возможно, эти инициативы помогут воплотить в жизнь апрельские поручения Сергея Гапликова. Александра Головина, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывкар.